В мае 2026 года правительство Абхазии пополнилось новым вице-премьером. Согласно указу президента Бадры Гунба, на эту должность была назначена Майя Цыбулевская, победитель кадрового конкурса «Команда Абхазии». До назначения вице-премьером она была уже начальником управления общего, среднего и профессионального образования в Министерстве просвещения Абхазии. О том, как строится работа на новом посту, какие задачи являются приоритетными и каковы ближайшие планы, узнаем непосредственно у вице-премьера Майи Цыбулевской. Сегодня она в нашей студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Прошло всего несколько месяцев, 2-3 месяца с вашего назначения. За это время вы что-то поняли о работе вице-премьера, чего не знали ранее? Что я могу сказать? Работа вице-премьера абсолютно новая для меня. И первое, что я сказала, это ответственность. Это большая доля ответственности. И как человек, который старается планово выстраивать определенные какие-то ветви своего развития, могу сказать, что это было своего рода удивление, неожиданностью. Но раз это было решением нашего президента, значит, ему это стратегически виднее, и так будет нужно. Конечно, вице-премьер — это большая доля ответственности в плане того, что там масштаб задач автоматически расширяется. И при этом ты не столько исполнитель, сколько координатор. Все-таки вот так, Да. таким образом. Но это тоже очень важно, потому что действительно иногда бывают разрозненные действия, и этого нельзя допускать, тем более, когда уже такая работа командного характера и в таком четком направлении заданном. А вы, кстати говоря, биолог по образованию, преподаватель, работали, как я уже говорила, в Министерстве просвещения. Что почувствовали, когда вот вам предложили эту должность? Вы сказали, что были удивлены, но тем не менее, не было ли какого-то опасения, осторожности и так далее? Или вы уверены были в своих силах? Нет, я не буду лукавить. Я скажу, что, конечно, доля опаски, страха, смешанные чувства были однозначно. И, конечно, важно было понять, прежде всего, зачем это нужно. И очень важную вещь вы отметили, да, то, что слаженная работа, она все-таки является ключевой в любой сфере. И вот этим водителем ритма в моих ощущениях было то, что а смогу ли я, а достаточно ли компетенций, а есть ли вообще польза и прок от этого. Но, знаете, как процитировав Маяковского внутри себя, я могу сказать, что если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Отлично. Ну и давайте поговорим о задачах. Какие задачи, которые вы, возможно, уже решали и сталкивались с ними в Министерстве просвещения, сейчас перешли к вам как к вице-премьеру, а какие совершенно новые для вас? Если говорить о Министерстве просвещения, оно действительно мне родное. С учетом того, что мой руководитель Ханна Владимировна на тот момент — это тот человек, глядя на которого ты точно понимаешь, что вот она нить Ариадны, тот Сириус, на который нужно равняться, и ты в этом отношении спокоен. Вообще, конечно, Министерство просвещения — это тот объем работы, который никогда не может быть в полной мере решен, потому что всегда идет какая-то определенная следующая задача. Но еще раз повторюсь, с приходом Ханны Владимировны в министерство здесь, конечно, в момент работы структурировано стало. То есть ты четко понимаешь, вот этот блок, этот. Да, они все смежные однозначно. Потому что не бывает так, что школьный процесс, образовательный процесс идет врознь с воспитательным. И в этом отношении, я могу сказать, мне повезло в плане того, что я курирую 2 женщин, которые очень хорошо знают свою работу. Это Кама Гаревна в Министерстве социального обеспечения демографической политики и Министерство просвещения, родное для меня. Так. Тут так. Но сферу социальной политики и демографии, она тоже вас касается, если я не ошибаюсь. Какие меры вы считаете сейчас самыми действенными? Это очень сложные, особенно вот в сфере демографии, очень сложные у нас задачи стоят. Вот какие самые действенные мероприятия, вы думаете, нужны для того, чтобы улучшить ситуацию? С чего начинаете? Вообще, конечно, тот срок, который сейчас уже пройден мною на посту вице-премьера, могу сказать, что как исследователь, да, как все-таки человек науки, что для любого конкретного действия нужно провести четкую диагностику. И я сейчас нахожусь в состоянии такого вот исследователя в этом плане. И это такой вот аудит. Системный аудит, точечный аудит. Еще раз повторюсь, сфера просвещения, она мне родная, я выросла в ней. И как преподаватель вуза, и как школы,
чем особенно горжусь. Что касается социальной политики и демографии в целом, тут это абсолютно новая для меня область, но это образование и соцполитика — это две такие чаши, это сообщающиеся сосуды. То есть тут одно без другого не живет. Если ты хочешь увидеть качество образовательного процесса в школах, соответственно, нужно школу укреплять хорошим кадровым составом, наполнять ее детьми, потому что у нас есть школы, в которых больше учителей, чем учеников. То есть такое имеет место быть. Но при этом мы понимаем, что школа для села — это сердце. И тут закрытие в данном случае образовательного учреждения вообще это крамольная вещь, если она имеет место быть. Поэтому, говоря об этих процессах, они однозначно взаимосвязаны, но при этом нужно подходить системно, обязательно системно. Не видеть вот эту дизрупцию одного от другого, а понимать, что, сделав это, мы получим обязательно вот этот результат. То же самое касается молодежной политики. Все связано. Однозначно. Но, тем не менее, вот сейчас, пока вы мониторите, да, ситуацию, как вы сказали, диагностику проводите, что она показывает? Может быть, вот на этом сейчас этапе что-то вам уже очевидно? Я снова-таки процитирую такую вещь, что человеку нужен человек. Ни в коем случае нельзя включать такую вот ржавую систему, я так хочу ее называть, бюрократической такой издержки по отношению к человеку, гражданину, к личности. Потому что, да, у нас страна небольшая, и при этом это даже хорошо, потому что каждый знает друг друга, и каждый понимает, что от нас зависит прямо или косвенно благосостояние и жизнь отдельно взятого человека. Поэтому тут очень важно понимать, насколько я смогу точечно разобраться с этим действием. Но вот эффект латания дыр, точно знаю, не подходит. То есть это должна быть отлаженная система прозрачной работы, адресной работы, где человек понимает, вот говорит там некая женщина или мужчина, там чиновник, он говорит для меня. То есть чтобы он понимал, вот он мне хочет помочь. И только тогда, когда мы поймем, что да, в Абхазии существуют такие условия поддержки, обращения к человеку, нашим людям только так, лицом к лицу. Да, ну, кстати, вот мы говорили о слаженности, да, о координации, вернее. И действительно, сфера демографии, как мы уже отметили, она связывает много проблем смежных, как вы выразились. Как вы считаете, можно ли вот на нашем сейчас этапе каким-то образом уравновесить все вот эти течения, которые потом в итоге выходят вот в эту демографическую составляющую? И что необходимо сладить друг с другом? Ну, еще раз повторюсь, тут решением каким-то одним мы не обойдемся, потому что такое проблема демографии? Это рождаемость, это отток. Да. То есть тут мы говорим о том, а почему семьи не растут там? В семье там 2 ребенка, 3 ребенка, ну редко, когда 4 или 5. То есть тут вопрос того, что видит ли молодая семья стабильность в завтрашнем будущем. Видит ли она возможность хорошего трудоустройства? Видит ли она возможность получения своим детям качественного образования? То есть возможности обязательно прогнозировать свое будущее на потом. Ведь в нашей стране вопрос семьи, семейного уклада — это фундаментальная вещь, к которой мы прилагаем массу усилий. И если я не буду чувствовать эту опору, конечно, у меня будет чувство страха и неуверенности в завтрашнем дне. Поэтому, построив хороший садик, мы понимаем, что вот он наполнится детьми. Раз он наполнится детьми, значит, все, уже мы говорим о том, что первая стадия есть, да, ступень. Тут мы говорим дальше о качественном образовании, школьном качественном образовании. Дети получили. И дальше выпускник школы, выпускник вуза, он понимает, что я могу пойти либо там в сферу среднего профессионального образования, что очень важно в нашей стране, либо пойду там на специальности в высшее учебное заведение. И потом я буду знать, что именно меня, как специалиста, государство ждет. То есть системная, качественная государственная поддержка, плечо правительства. Вот то, в чем нуждается наш человек. За небольшое время, что вы работаете в должности премьера, были рабочие встречи, в том числе проводили рабочие встречи Министерства соцобеспечения и демографической политики, я все об этом. Были ли какие-то результаты этой встречи, какие ключевые вопросы тогда обсуждались, и, может быть, какие-то поручения вы дали, и были ли сроки какие-то, были ли они выполнены? Знаете,
Тут вопрос в том, что это была первая встреча, она такой носила приветственный характер, ознакомительный характер. Мы знакомились с аппаратом министерства. В частности, Кама Гарьевна представила то, чем сейчас занимается министерство, и какие там ключевые вопросы имеют место быть. И, конечно, каких-то поручений определенных не было дано. Мне очень приятно было получить обратную связь от руководителя министерства, потому что она понимает, что я человек новый в этой сфере, и она очень доступна, поэтапно, в этом большая благодарность ей, внедряет меня в эту сферу. И, конечно, основное поручение было, если его можно так назвать, пожалуйста, знакомьте меня, учите меня. Потому что я считаю, что стратегическая ошибка человека — делать вид, что он понимает все. При этом поверхностные знания не всегда, вернее, никогда не приводят к результату. Поговорим немного о другой сфере. Дом знаний открылся в АГУ. Это проект Российского общества знания. Вы были на этом открытии. Вот расскажите, пожалуйста, об этой работе, которая будет проводиться здесь у нас в Абхазии. Что уже запланировано на этой площадке? И, может быть, уже какие-то ближайшие планы? Что касается площадки на базе нашего университета, для меня это, конечно, очень примечательно, важно и ценно, потому что я сама выпускница нашего вуза, горжусь, люблю, вообще уважаю и работаю, естественно, там. Поэтому это возможность для вуза принимать в полной мере интерактивный масштаб существующих направлений в образовании. Это возможность коммуникации, общения, дискуссий каких-то ключевых. И, конечно, иметь такую площадку, которая по самому последнему витку вообще модернизации всех IT-технологий есть возможность проводить такие рабочие встречи, открытые мероприятия. Это просто большое подспорье. Потому что у нас в стране один национальный ведущий вуз, и он должен быть максимально оснащен. Поэтому это замечательное решение. Ну, вы каким-то образом отслеживаете или, может, что-то предлагаете, что там будет именно на этой площадке проходить? Но в основном это площадка для такого открытого качественного лектория. То есть, когда мы приглашаем гостей, нам нужно брать отдельно взятых структур, дополнительное оснащение и все. А там зашел, присел на красивую белую мебель, да, и ты понимаешь, что ты можешь общаться с большим сообществом людей в других странах, где есть возможность принять самых высоких гостей и при этом с гордостью это сделать. Тут, конечно, это такая возможность для наших студентов быть в общем водовороте всех витков и направлений. Говоря о школах и образовании, мы уже сказали, что это ваша зона ответственности, это вообще ваша родная сфера. Какие проблемы в школе вы хотите решить в первую очередь? И какой путь вы видите для того, чтобы повысить уровень качества образования в нашей стране? Конечно, школа — это вообще самая главная часть, мне кажется, жизни любого человека. Потому что мы так или иначе 9 классов, 11 классов мы проходим через школу. У каждого разный путь после школы. Школа, она совершенно особенная такая инстанция. Конечно, в наших школах проблема кадрового голода, она имеет место быть, особенно в сельских школах. Да и в городских, в ряде школ тоже отдельно взяты предметные специальности. Что касается престижа учителя, но об этом я, наверное, не перестану говорить, но я надеюсь, что я перестану об этом говорить, когда эта проблема решится. И тут с Ханной Владимировной мы в унисон мыслим в этом отношении. Пока на должном уровне у нас не будет школьное образование, мы не будем получать дальнейший фундамент для роста уже постшкольных специальностей. Потому что, получая продукт, который выходит со школы, это выпускники 9-11 классов, они идут в структуру колледжей, они идут в университеты, и, соответственно, университет или там колледж ориентируется уже на уровень, на средний уровень выпускника. И, конечно, давая высокий уровень школьника, выпускника школы, мы автоматически можем понимать, что тут постшкольное образование вырастет, соответственно, мы получим специалиста более качественного, более ориентированного и, самое главное, результативного. То есть в этом отношении так. И, конечно, школы хочется равномерно наполнить. Не только городские школы, чтобы сельские школы, как в советское время, блестели и блистали. Потому что давайте вспомним, каких выпускников выпускали сельские школы. Слушайте, я вот сейчас говорю, у меня аж мурашки по коже, потому что мы должны понимать, что вот эту дизрупцию мы должны искоренить просто в край.
То есть это, скажем так, точный момент, над которым вы работаете? Это даже не точечный момент, это, я бы сказала, такой сублимат действий со стороны и школ, как структур, и ведомства Министерства просвещения, ну и других ведомств. Это такая системная, еще раз повторюсь, поддержка и работа, но на определенное количество времени. На что еще направлены, скажем так, ваши усилия в новой должности? Что вам, скажем так, может быть, сложнее удается, но больше радует результат? Радует результат. Ну, меня радует еще раз то, что есть возможность спросить компетентнейших людей, с которыми я работаю. Да, это ведомство, имею в виду, которые я курирую. Потому что это те люди, которые в своей сфере уже устоялись, развиваются, и с ними легко разговаривать в плане того, что они точно понимают, что здесь я говорю, чтобы получить информацию именно для дальнейших качественных действий. Что касается, что радует, радует еще и то, что благо тому, что возраст позволяет еще учиться. И для меня вот это ощущение того, что я вновь становлюсь за школьную парту, в определенном смысле слова, она радует, потому что всякий раз подстегивает новое желание учиться. Но я не стесняюсь этого. Я считаю, что если не знаешь, нужно спросить. Но при этом спросить людей грамотно. Ну да, когда меняешь сферу деятельности, на любой работе всегда чему-то приходится учиться. Ну, необычно было, необычно пока что. Вы действующий преподаватель Абхазского госуниверситета, теперь вице-премьер. Вы будете продолжать научную и преподавательскую деятельность или останется только госслужба в итоге? Белла, ну вот вы знаете меня уже очень хорошо и достаточно давно. Вы же понимаете, что мой ответ будет каким. Для меня преподавание в родном вузе, на родной кафедре — это совершенно особенная материя. Это та вуаль, которая всегда покрывает мою жизнь. И, конечно, вот этот академизм, который вырос со студенческой скамьи через все уже преподавание вузовское, он в определенной мере помогает мне и в работе, собственно говоря, как члену правительства, потому что коммуникация со студентами и преподавательская работа, исследовательская работа, она очень помогает. Очень помогает. И, конечно, я буду продолжать свою преподавательскую работу. Вы, кроме ученый гидробиолог, состояние Черного моря у побережья Абхазии как специалиста вас беспокоит? Я вообще такой вот специальный вопрос задам, как для ученого, да. И можете ли вы повлиять на какие-то вещи в этом отношении, скажем, со своей новой должности? Ну, конечно, состояние акватории Черного моря и в целом биоразнообразие беспокоит меня и как эколога, и как, собственно говоря, любого другого человека, потому что тут мы должны понимать, что Черное море не только водоем, возле которого мы живем, это еще и та важная материальная основа, благодаря которой держится наша структура туризма. Поэтому презентабельное и качественное состояние акватории Черного моря — это автоматически и определенный приток, повышение притока туриста. Но, тем не менее, конечно, сейчас в сферу такого активного водоворота событий я отошла от своей научной работы, именно как гидробиолога. Но могу сказать, что Институт экологии, который ежечасно, ежеминутно занимается вопросами благосостояния нашего Черного моря, они тот конгломерат людей, которые точно будут информировать и скажут о том, если вдруг какая-то нота беспокойства возникнет в их сердцах или головах. Но как я могу повлиять, это, конечно, в сфере экологического просвещения, которое не останавливается. А вот, кстати, вы писали про экологические клубы в школах. Эта вещь будет продолжаться дальше? К моему счастью, экологическое просвещение живет и развивается. И оно начинает касаться не только системы того, когда дети после школы пришли и там занятия в определенном роде провели как дополнительного характера. Но сейчас вот у нас открыты государственные лагеря Министерством просвещения в Цандрипше и в Очимчире. Замечательно существуют положительнейшие отзывы со стороны и детей, и родителей, и всего, в принципе, сообщества, которое так или иначе касается этого вопроса. И там вот Ханна Владимировна как раз-таки вела отдельный блок, прямо экологическое просвещение, интерактивы различные. Причем не просто сухая передача знаний, это интерактивная форма, активная форма квеста. То есть дети просто сами ощущают себя в роли исследователя. Это очень важно, самому ощутить.
И там как раз-таки работают мои коллеги, которые великолепно продолжают нашу общую стезю. И в этой общей канве мы понимаем, что пока человек, личность, не будет скомпонована из разных частей, мы не получим достойного человека и гражданина нашей Абхазии. Поэтому живет, крепнет и процветает. Замечательно. Вы победитель конкурса «Команда Абхазии». Уже об этом говорила. Учились в Сенеже. Какие навыки, которые вы там приобрели, и знания вам сейчас помогают в вашей нынешней работе? Одна ласточка весну не делает, я вам скажу. И я точно скажу, что команда всегда сделает больше, чем один человек. Но команда именно слажена. Не группа людей, а команда, в которой есть сердце. В Сенеже нас научили быстро принимать решения и умение наладить проектную работу. То есть это очень важно. Могу сказать, что за определенное количество времени, которое мы провели в Сенеже, я сейчас периодически также туда езжу, я могу отметить такую важную вещь. Сенеж работает на человека, к человеку, для человека. И, конечно, это та великолепная возможность, я вот могу выразить огромную благодарность Андрею Анатольевичу Бетину, который со всем сердцем и душой относится к нам, не только к команде Абхазии, в целом к людям, которые хотят работать для государства, для народа. Поэтому Сенеж — это замечательная площадка научиться, получить инструменты и качественно, без какого-то опасного решения, привнести это все для себя, для своего народа. Получается? Ну, в работе. Воспользоваться этими, да, однозначно. То есть готовы прям, вот, знаете, подложки такие есть, инструментов, ну, и это как калька, на которую можно приложить. Как интересно. Транскрибировать запросто можно. Может быть, какую-то деталь скажете, чтобы мы имели представление, каким образом это происходит? Ну, вы знаете, вот я буквально недавно приехала из лаборатории, которая проводилась в Сенеже, да, связанная с тем, как сообщество живет. Сообщество. То есть как команда, группа людей определенного рода. И тут нужно понять, что лидер в команде — это не тот человек, который говорит «только я» и все. Это тот человек, который может структурировать вещь. И вот это очень важно именно в командной, в проектной работе понять, что я есть часть общего, не вычленяя себя. Хорошо. Как вы выстраиваете, кстати говоря, коммуникацию с остальными вице-премьерами? Мы говорим вообще о том, как это важно, да, коммуницировать, связывать какие-то отдельные направления вот в смежных там местах, в местах стыка, скажем так. Как у вас это происходит? Ну, взаимодействие с другими вице-премьерами у меня рабочее, такое предметное, да. Но, тем не менее, могу сказать, что мне повезло, потому что это грамотные, умные, воспитанные мужчины. Я единственная женщина-вице-премьер, да, в их команде. И они всячески оказывают помощь и поддержку. То есть, если чувствую, да, что вот тут нужно прям превентивно оказать содействие, они это делают. То есть, если нужно обговорить какую-то вещь, я понимаю, что тут конъюнктура формируется, я сразу обращаюсь там, к тому или иному представителю. То есть, у меня с этим все очень хорошо. Угу. То есть вы говорите с теми, с кем, кого вы курируете, потом вы там встречаетесь, обговариваете, какие-то решения принимаете. А дальше что с этими решениями? Кстати говоря, было ли уже принято какое-то решение, инициатором которого вы были? Если говорить о каких-то предметных решениях, то я, как уже ранее сказала, пока еще рано говорить о том, чтобы получить определенный плодотворный результат, и он будет видимым. Получать результат поверхностный, временный, для красивых заголовков — это не мой случай. То есть мне нужно для себя прежде всего понять, Майя, ты тут окрепла или нет. А то, что рабочие встречи идут всегда, но они иногда адресны там по телефону, там в каком-то даже быстром режиме, вот приходится встретиться прямо здесь сейчас в течение часа, и это происходит. Потому что не бывает так, что ты открываешь блокнот, и тут понятно, вот эта проблема будет в 11:15, это сообщение будет в 12:30. То есть тут бывает так, что проблема либо задача возникает здесь сейчас. И ценность в том, что ты должен понимать, как работать в условиях неопределенности. И этому я смело учусь, но могу сказать, за год работы в Министерстве просвещения, снова-таки большая благодарность Хане Владимировне, она научила важного. Получил документ, не кладешь на стол, чтобы под сукно никакое действие не легло. Здесь сейчас надо работать.
Спасибо. Я напомню, что мы говорили с вице-премьером Майей Цыбулевской о том, как складывается ее работа на новом посту, с какими вопросами сталкивается, какие направления считает важными для себя. Спасибо большое. Спасибо большое.